Никаких записей в листках по итогам встречи, никаких нотаций по поводу вреда наркотиков. Собравшиеся в зале Дома культуры сегодня пришли обсудить наболевшую и очень неприятную для Ингушетии проблему. Наркомания набирает свои обороты. В каждом населенном пункте республики проводятся подобные встречи с молодежью. Сегодня на очереди Нестеровская. Приглашены гости с наркоконтроля, с различных учреждений, организаций, которые будут рассказывать, какой вред приносит наркомания. Молодежь лучше поймет смысл слов, если они будут идти от человека, который близок им по возрасту. В комитете по делам молодежи обеспокоены ситуацией с наркоманией и уверены, что успеха в этом деле можно добиться только в грамотном взаимодействии молодежи и старшего поколения. Контроль от родителей – вот еще один способ борьбы с этим злом. Каждый родитель каждый родитель сволочь хочет, так наркоман бергом бывает, вейга придумать каждый родитель баквар пойдет даст, что дизел вот дар волочь хочет, сейн арвали, мыча az воде, диш воде. Недавно в Сунжинском районе стал известен еще один случай употребления лирики молодым человеком. Приводить такие примеры по всей республике можно хоть весь день, говорит в своем выступлении Ибрагим Гулиев. Важно то, чтобы молодежь понимала всю пагубность влияния любого вида наркотика и особенно лирики. Тема лирики, сколько бы о ней ни говорили, все еще актуальна. Бороться с аптечной наркоманией можно и нужно. Противостояние этому злу в Ингушетии уже вышло на передовую. Ужесточить законодательство в этой области – половина дела. Важно еще и воспитывать подрастающее поколение с отвращением к наркотикам. Как бы мы много об этом не говорили, все зависит от вас. Вот это вы должны понимать. Как бы мы ни говорили, если вы нас не слышите, если вы не принимаете во внимание, не понимаете весь тот вред, который последствия применения всех этих препаратов, результата у нас не будет. Побочные действия аеши, сакхировал хамдус ядер. Диад мяжи за атрофирис дуцу. Моцос буцу. Головной мозг йогицу. Статистика наркоманов в Ингушетии весьма удручающая, однако большее их количество не зарегистрировано. То же самое касается и реализации наркотиков. Многие знают точки сбыта наркотических средств, но передать информацию в компетентные органы никто не спешит. Вы знаете, что ребята раньше даже за распитие спиртных напитков не ставили на учет ПДН, если у ребенка хорошая характеристика. Но у нас сейчас даже за один раз, если поймали ребенка, освидетельствовали, если у него есть опьянение, то ставится на учет. Только по достижении 3 месяцев или 6 месяцев или снимается с учета ребенка, если у него положительная характеристика со школы, от участкового, от ПДН. Сами школьники считают, что ужесточив наказание за реализацию наркотиков и их употребление, проблему не решить. Бороться нужно и другими методами. Радикальные меры может и чересчур, однако некоторым нужно объяснять только с позиции силы. Я считаю, прежде всего, это, наверное, в этом виноваты наши родители в основном, те, которые не уследили, или же также виноваты и дети, на которых влияет плохая компания. Подобные встречи в Ингушетии проводятся в каждом районе и в каждом населенном пункте. Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно действовать сообща, а достигнуть взаимопонимания в каком бы то ни было вопросе можно только через конструктивный диалог. Тамерлан Хумхоев, Рахман Цуров, Новости 24.